Добро пожаловать в новый день. Встречайте утро вместе с программой «Утро Якутии». Сегодня 23 июня. Вместе с вами всю неделю просыпаемся мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. Да, буквально сегодня вечером мы уже пройдем Рубикон рабочей недели, и от этого, конечно же, не может быть неприятным. Вообще, сегодняшнее утро будем начинать с позитивом, с полезной информацией. Во-первых, узнаем, чем в эти жаркие дни могут быть нам опасны кондиционеры, которые сегодня везде повсеместно каждым используются, дабы охладить себя, ну, как минимум, на рабочем месте. Помимо этого, посмотрим, как в Нерюнгри готовится к летнему сезону детский лагерь. Ну, а также заглянем в город Токио, где буквально через месяц пройдут Олимпийские игры. Узнаем, как строится Олимпийская деревня. Конечно же, вас ждут полюбившиеся наши традиционные рубрики. И ожидаем гостей в нашей студии. Не забывайте также про обратную связь, про их средства. Это WhatsApp номер 8 914 273 4488, а также наш Инстаграм «Утро Якутии». Ставьте там лайки, комментируйте посты или посты. Вот. Ну а прямо сейчас, конечно же, узнаем о том, чего нам ждать от погоды сегодняшним днем. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 18-20 градусов тепла. В заречной группе до 14-20, в южных 14-15, в Вилюйской группе 16-23 градуса, в нижнеленских до 22 градусов тепла. В западных 15-18, в Колымо-Индигирской группе 10-21, в Янских 16-22, на северо-западе 3 и 17 градусов. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 21 градус, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно ожидается без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. Потому что, конечно, жаркий зной нас ожидает этим днем, судя по прогнозу погоды. С другой стороны, вчера нам обещали в городе Якутске кратковременный дождь с грозой. Кстати, может быть, и в каких-то районах гроза прошла, так что вы можете нам написать по WhatsApp, поделиться с вами такой информацией, нам было бы интересно. Да, были ли вы свидетелем грозы, ну или, может быть, все-таки стоит ожидать грозу сегодня? Все-таки прогнозы погоды достаточно такое не всегда стабильное предсказание. Да, никогда не знаю, что ждет буквально в следующую минуту. Ну а наши коллеги из информационной службы готовы рассказать уже о более стабильных событиях, о фактах, которые произошли в ближайшее время. И мы передаем слово нашей коллеге Кристине Якуповой. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Начнем с того, что жители Якутска смогут направить свои замечания для гарантийного ремонта дорог. В столице республики 48 участков, на которые еще сохраняется гарантийный срок по проведенному ремонту с 2018 года по 2020 год. Отправлять замечания нужно через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». При составлении жалобы нужно обязательно указать точное местоположение проблемы, кратко описать суть и приложить фото. Срок приема по 1 июля. Строительная бригада вновь приступила к работам в сквере старожилов города Ленска, где начаты работы по благоустройству. Сегодня там выложена керамической плиткой большая парадная лестница, проведено благоустройство керамогранитом парапета на нижнем участке сквера. В прошлом году строители выполнили все земляные и бетонные работы и оградили территорию. Осенью прошлого года там высадили березы и яблони. Инициатива создания сквера принадлежит старожилам совместно с общественниками некоммерческой организации «Добродетель». Реализацию проекта взяла на себя администрация Ленского района. На его благоустройство из бюджета района было выделено 23 миллиона рублей. Сдать объект подрядчик должен к 1 августа этого года. Так в Ленске появится новое место для отдыха с широкими пешеходными дорожками, сухим ручьем, автостоянкой. Там же установят лавочки и фонари. Уже проведен водопровод для полива газонов и цветников.
Ну, идет облицовка керамогранитом. Ждут плитку поступления с Якутска. Это плитка для мощения тротуаров, дорожек и территории вокруг самого флагштока. Трудоустройство подростков проводится в Нюрбинском районе службой занятости. По плану в этом году предусмотрено трудоустроить 150 несовершеннолетних. Из средств республиканского бюджета на реализацию занятости подростков выделено более 700 тысяч рублей. Из местного бюджета по программе содействия занятости населения Нюрбинского района 532 тысячи рублей. Средства распределены по школам района. На сегодняшний день заключено 11 договоров с предприятиями. Трудоустроено 70 подростков. Ребята работают вожатыми, овощеводами, волонтерами, разнорабочими по очистке и благоустройству территорий, улиц и площадей. В летнее время Центр занятости заключает договора с предприятиями района, школы тоже заключают с нами договор. В этом году мы по плану предусмотрено на 150 детей. И городские школы тоже с нами заключают договор. И на волонтерство, на вожатых тоже дети привлекаются и работают. Также с нами работают сельские школы. Это на примере Хангаласской школы, Хорулинской, Малыкайской, Чукарской школы с нами постоянно работают. К этой минуте у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Мы тоже добавим немножко полезную информацию. В Якутске продолжается сезон промывки и дезинфекции сетей водоснабжения. Собственно, эта работа необходима для того, чтобы качественная вода поступала в каждый кран жителей города Якутска. И сегодня ночные отключения, связанные с промывкой и дезинфекцией, пройдут в двух местах. С 10 часов вечера сегодняшнего дня до 7 часов утра 24 июня. В связи с промывкой и дезинфекцией воды не будет в домах с 4 по 8 вместе с дробями по улице Коржиновского, а также в доме номер 32 по улице Коржиновского. Помимо этого, с 10 часов вечера сегодняшнего дня до 6 часов утра завтрашнего дня, 24 июня, воды не будет в поселке Жатай и в районе техучастка. Ну а сейчас мы вновь приветствуем сборную республики по художественной гимнастике. Напомним, всю эту неделю вместе с ними мы будем выполнять утреннюю зарядку. Давайте начнем. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских, я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам утреннюю разминку, которую вы сможете повторять в домашних условиях. В этом мне помогут гимнастки сборной Республики Саха-Якутия и воспитанницы спортивного клуба «Либерти». Давайте начнем. Итак, ноги вместе, руки в замок. Готовы. И раз, два, три, разминаем ножки, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. Раз, два, три, 4. Активнее. 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки положили на коленочки. Начинаем вращательные движения в правую сторону. И раз, два, три, 4. Влево. И 5, 6, 7, 8. Повторили. И раз, два, три, 4 и 5, 6, 7, 8. Молодцы. Ноги на ширине плеч. Начинают работать плечики вверх-вниз. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два. Внимательно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки в стороны. Пальчики сжали в кулачок. Сгибаем локоточки. И раз, два, три, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Работают ручки и круговые движения. Раз, два, три, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7,
8. Ручки оставили с левой стороны, ножки на ширине плеч, круговые движения. Можно и 1, 2, 3, 4 стоим, 5, 6, 7, 8. 1, ниже 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это упражнение поможет вам развить свою гибкость. Итак, ручки в замок. Делаем наклоны к ножкам. И 1, 2, 3, стоим. 1, 2, 3, стоим. И 1, 2, 3, стоим. И 1, 2, 3, стоим. Отлично. Ножки вместе. Начинаем бег на месте. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Глубокий вдох и выдох. Держим складочку. И 1, коленочки затянуты. 2, 3, растягиваем позвоночник. 4, 5, колени прямые. 6, 7, 8. Замечательно. Сделали снова глубокий вдох и закончили разминку. Выдох. На этом наша разминка закончена. Надеюсь, что вы повторяли все движения вместе с нами. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. На самом деле, конечно, движения очень хорошие, но я, кажется, знаю человека, который может с точностью их повторить, а, возможно, местами где-то и превзойти эти движения. Речь идет о канатоходце из Германии Фриде Кюне, который в минувшее воскресенье в Самаре принял участие в фестивале «Волга-Фест-2021». На кадрах видно, как мужчина проходит по натянутому между административным зданием и башенным краном канату над головами у зрителей, наводнивших набережную. По словам Кюне, он планировал пересечь Волгу по натянутому тросу длиной в несколько километров 19 июня. Однако из-за сильного ветра прогулку пришлось перенести и натянуть канат вдоль набережной. Но экстремал не отчаивается и хочет приехать в Россию еще раз, чтобы все-таки пройти по стропе, натянутой через реку. Проходя по тросу длиной в 102 метра, под восторженные крики собравшихся внизу зрителей, канатоходец совершал различные трюки. Лежал на канате, висел вниз головой и на одной руке, выполнял стойку и с легкостью вставал на ноги. После прохода по тросу эквилибрист взобрался на поднятую стрелу башенного крана и прыгнул вниз с парашютом. Кюне поделился, что был поражен красотой закатного солнца над Волгой. Опытный хайлайнер ранее покорял высоты других городов России, таких как Москва и Пермь. Вот, как мы сказали только что, Фриде Кюне был поражен закатным солнцем, а зрители, мне кажется, были поражены вот этим действием. Но вот говоря про то, что хочет он также попробовать все-таки через реку перейти, я думаю, что если господин Кюне будет смотреть зарядку на нашем канале вместе с нами в «Утро Якутии», то у него все обязательно получится. А в июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. И вот 23 июня в этот день свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организаторскими основами Олимпийских игр. С тех пор 23 июня принято считать днем возрождения олимпийского движения. С остальными датами 23 января знакомимся далее.
23 июня – Международный олимпийский день. Отмечается в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Также сегодня День государственной службы ООН и Международный день вдов. В России 23 июня – День балалайки – международный праздник музыкантов-народников. По народному календарю, если во время хорошей погоды муравьев почти не видно, это к ненастью. 23 июня 1868 года запатентована пишущая машинка. Первый аппарат был размером с письменный стол, печатал только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. 23 июня 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась наступательная операция «Багратион», одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ходе нее освободили от немецких захватчиков Белоруссию, часть Прибалтики и восточные районы Польши. 23 июня 1964 года запатентован гимнастический обруч хула-хуп. 23 июня 1987 года в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». В 1889 году 23 июня на свет появилась Анна Ахматова, русская и советская поэтесса. 23 июня 1912 года родился Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга. 23 июня 1962 года на свет появился Александр Любимов, российский журналист, телеведущий и продюсер. 23 июня 1965 года родился Валерий Меладзе, советский и российский эстрадный певец, продюсер, заслуженный артист России. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен и Тимофей. Государство берет на себя заботу о беременных женщинах и кормящих матерях. Причем не все знают, но по закону некоторым категориям граждан полагается, собственно, питание, да, от государства, именно детское питание. Да, кому именно и как эту льготу получить, мы сегодня поговорим с нашей гостьей. Это Вероника Новгородова, аналитик отдела коммуникации и электронных услуг Центра «Мои документы». Доброе утро, Вероника. Доброе утро. Так кто же имеет право на бесплатное питание? Бесплатное питание могут получать женщины, беременные со сроком не менее 12 месяцев, также кормящие матери по медицинским показаниям в связи с анемией либо белочно-энергетической недостаточностью. Также бесплатное питание могут получать дети до 1,5 лет включительно, у которых есть заболевания такие как рахит, белочно-энергетическая недостаточность, недоношенность. Также бесплатное питание могут получать дети до 3 лет, которым назначено ежемесячное пособие на ребенка. То есть данный ребенок проживает в семье, где средний душевой доход ниже прожиточного минимума. Ну а что включает в себя это самое бесплатное питание? Данное бесплатное питание включает в себя в основном молочную продукцию, допустим, молочные смеси, каши. Вот вы как раз упомянули, что бывают и моменты, когда назначают бесплатное питание, то есть при наличии каких-то там, не будем говорить проблем со здоровьем, каким-то вот рахит и прочие вот вещи такие. То есть за счет этого как-то меняется то, что именно получится в питании. Да, все верно. Это все зависит от назначения врача. Ага. Вот, а куда можно непосредственно тогда обратиться, чтобы получить? Для того, чтобы получить бесплатное питание, необходимо обратиться к врачу. Допустим, если обращается беременная женщина, выписывает требования врач-гинеколог. Если обращается кормящая мать, либо ребенок до 1,5 лет, назначает требования педиатр. Если обращается ребенок до 3 лет, конечно, соответственно, назначает тоже педиатр, но при предоставлении справки, подтверждающей получение ежемесячного пособия на ребенка. Вот как раз как эту справку получить, да? Да, эту справку можно получить результатом услуги о назначении ежемесячного пособия на ребенка. Данную услугу можно получить в офисах «Мои документы», либо же электронно на государственном портале региональном Е-Якутия. У вас должна быть подтвержденная учетная запись. Если же данная услуга уже получена, пособие уже назначено, можно получить справку дополнительно также на региональном портале Е-Якутия. Учетная запись тоже должна быть подтвержденная. А какой срок, собственно, получения
срок получения этой услуги? Справка выдается в течение 5 рабочих дней. На личный кабинет заявителя приходит справочка в электронном формате. При необходимости ее можно будет распечатать. Если, допустим, заявитель обращается по назначению пособия ежемесячного на ребенка, если ранее он не подавал, то через госуслуги, точнее через Е-Якутия, срок предоставления услуги будет по регламенту 8 календарных дней. Если же заявитель обращается в офисы центра «Мои документы», срок предоставления услуги будет 12 календарных дней плюс 3 рабочих дня на обработку документов. Вероника, а вот по выписанному требованию, где можно получить бесплатное питание? Бесплатное питание можно получить в назначенных специализированных пунктах. Адрес и местонахождение нужно будет уточняться у врача, который выписывает данное требование. А вообще, можете ли сказать, сколько пунктов сегодня в Якутске находится? К сожалению, точное количество я не могу сказать. Это уже услуга Министерства здравоохранения, поэтому нужно будет тоже уточняться в соответствии, получается, в поликлиниках и так далее. Да, вот можно, получается, все ли эти услуги можно оформлять электронно или есть какие-то, которые нужны только в офисе лично? Вот смотрите, именно назначение ежемесячного пособия на ребенка можно подать еще раз через МФЦ, офисы центра «Мои документы», также электронно на портале Е-Якутия, www.e-yakutia.ru. А то же самое и справку можно получить на данном портале. Учетная запись должна быть обязательно подтвержденная. То есть все услуги можно получить как и личным присутствием, приходом в офис «Мои документы», либо же в электронном формате? Справку о молочном питании, подтверждающей назначение ежемесячного пособия, можно получить только в электронном формате. На базе МФЦ данная услуга не предоставляется. А уже конкретно требования выписывает это уже врач. Нужно обращаться в поликлинику. Что ж, Вероника, спасибо вам за такую полезную информацию этим утром. Да, и прежде чем мы попрощаемся с вами, такой вопрос, наверное, актуальный сегодня. Сегодня нам опять обещают почти плюс 35 градусов жары в Якутске. Как вот вы, в офисе «Мои документы», все-таки офисное помещение, как спасаетесь от жары? Нас спасают кондиционеры и прохладные напитки, конечно же. В принципе, да, как и многих, наверное, в современном мире спасают именно кондиционеры. Между тем, кондиционером нужно правильно пользоваться, иначе он может и вред здоровью нанести. Да, наверное, это самая вожделенная и желанная вещь в жаркую, знойную погоду в любой квартире, в любом офисе. Но как правильно им пользоваться, чтобы вместе с приятной прохладой не заполучить простуду и другие болезни? Об этом узнаем в нашей рубрике. Доброе утро! В офисе, чтобы не замерзнуть под кондиционером, установите температуру 21-23 градуса. Температура в помещении не должна быть ниже уличной более чем на 7-10 градусов. Не выставляйте низкую температуру, не включайте режим турбоохлаждения. Не находитесь под струей холодного воздуха. Если этого не избежать, установите экран. Каждый час выключайте кондиционер на несколько минут и открывайте окна. Дома регулярно чистите кондиционер согласно инструкции. Своевременно меняйте фильтры. Не позволяйте микробам размножаться в нем. Поставьте увлажнитель или комнатные растения. Они помогут сохранить нормальную влажность помещения. Не курите и не позволяйте другим курить в доме. На ночь повышайте температуру на 2 или 4 градуса, а лучше вообще отключите кондиционер. Простудиться от кондиционера в машине проще простого. Чтобы этого не произошло, придерживайтесь следующих правил. Чтобы охладить воздух в машине, проветривайте салон, открыв все окна и двери перед тем, как в нее сесть. Только после проветривания закрывайте машину и включайте кондиционер. Не включайте скорость обдува на максимум. Чтобы избежать переохлаждения, не опускайте температуру более чем на 10 градусов ниже той, которая на улице. Дайте ему поработать 2-3 минуты на полную мощность, а сами подождите снаружи. После этого установите нормальную температуру. Если вас все же продуло и при первых признаках простудных заболеваний, обратитесь к врачу. Будьте здоровы! Теперь мы
познали правила пользования кондиционером, выключили свой здесь в студии, ну и будем беречь свое здоровье. По-моему, кстати, помимо этого есть множество разных способов вообще поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии. Ну, так, например, есть методика воздействия на разные точки тела, так называемая акупунктура. И вот, зная это, в Москве открыли целый парк, который вот на этом основан. Называется эта история «Босоногая тропа». По словам организаторов, маршрут босоногой тропы протяженностью более 3,5 километров предлагает посетителям свыше 40 различных вариантов покрытия, благоприятно воздействующих на стопы человека. Но, кроме того, они дарят целый набор разнообразных тактильных ощущений, жестких и мягких, теплых, холодных, гладких и колючих. Среди вариантов покрытия есть шишки, керамзит, песок, сосновая кора и валуны. Для тех, кому при прохождении тропы станет жарко и захочется пить, вдоль всего маршрута установлены ведерки с бесплатной водой. Посетители парка восприняли появление аттракциона неоднозначно. Кому-то прогулка по тропе кажется настоящим испытанием, а кто-то просто в восторге от различных тактильных ощущений. Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. Это утро, как и вчерашнее, как и следующие два. С вами встречаем Екатерина Винокурова и Павел Танин. 23 июня на календаре. Теперь наступает самое время ознакомиться с последними событиями, с которыми нас ознакомит Кристина Якупова. Отныне якутские онкологи будут проводить малоинвазивные операции на желудке и поджелудочной железе. Накануне для якутских врачей с мастер-классом выступил ведущий онколог страны, директор Московского клинического научно-практического центра профессор Игорь Ходьков. Он во время прямого эфира в эти минуты провел операцию при раке поджелудочной железы из операционной онкодиспансера для своих коллег. Прямой эфир доступен на официальной странице онкоцентра. По словам якутских онкологов, исторический день для медицины Якутии, ведь отныне такие уникальные, но сложные операции будут проводить и у нас в регионе. По словам приглашенного гостя, такие операции можно уже делать и в самых удаленных регионах страны. Планируется выполнить здесь две операции: лапароскопическую дистальную резекцию поджелудочной железы и лапароскопическую резекцию желудка. То есть две операции при опухолях поджелудочной железы и желудка. Ну и также ряд лекций, как раз посвященных и малоинвазивной хирургии в онкологии, в различных ее аспектах, и организации онкологической помощи. Нам кажется интересным делиться таким опытом. И точно совершенно в разных регионах, в частности в Якутске, есть здесь свои интересные решения, потому что у нас география разная, регионы разные, поэтому решения не могут быть одинаковыми. Что-то и мы можем почерпнуть, безусловно, из опыта. Коронавирусная инфекция не передается через воду, поэтому заразиться ею, купаясь в водоеме, нельзя. Об этом сообщил ТАСС, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики и эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он добавил, что проведены исследования воды на наличие в ней коронавируса. Положительные находки не выявили ни в одном случае. Лебедев считает, что медицинскую маску на пляже можно снять, но нужно следить за соблюдением социальной дистанции и располагаться в местах, где меньше людей. Российские власти возобновляют пассажирское авиасообщение с турецкими курортами. Напомним, на фоне резкого роста числа заболеваний коронавирусом в Турции оперштаб ограничил перелеты еще в середине апреля. На сегодняшний день эпидситуация в курортной стране постепенно стабилизируется, сообщают турецкие власти. Так, по сравнению с апрелем, количество заболевших снизилось в 2 раза. Наряду с российскими якутские турфирмы также запустили продажу туров в Турцию. Первыми в эту страну отправятся депонированные туристы, то есть те, кто приобрел свои туры до ухудшения коронавирусной ситуации. По требованию турецкой стороны россияне без вакцинации также могут пересечь границу, но только при наличии на руках свежих ПЦР-тестов. Кроме того, существует и ряд других требований. Необходимо предъявить документы, то есть сертификаты о
перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, либо же сертификат о наличии вакцинации. Если этих документов нет, то все лица старше 6 лет должны предоставить отрицательный ПЦР, либо же экспресс-тест на антитела, сделанный не менее чем за 48 часов до въезда в страну. Также обращаем ваше внимание, что на территории страны действует комендантский час по воскресеньям, в остальные дни с 10 вечера до 5 утра. И ношение масок является обязательным. Все лица будут привлечены к административной ответственности в случае нарушения данного правила. На этом у меня вся информация. Хорошего вам дня. Ну, а лето – это традиционное такое время, когда хочется путешествовать, открывать для себя что-то новое и вообще посещать другие города, возможно, даже страны. Ну, кто-то предпочитает для этих целей использовать самолеты, кто-то на поезде передвигается, кто-то использует личный транспорт. Ну, а вот якутские байкеры на следующей неделе собираются отправиться в массовый мотопробег из Якутска на космодром Восточный. И чуть подробнее об этой поездке мы сегодня поговорим с президентом регионального отделения мотоклуба «Ночные волки» Виктором Копыловым. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какова протяженность и сколько времени вы планируете провести в этом маршруте? Ну, вообще, сам мотопробег был организован мотоклубом «Ночные волки» в честь 60-летия первого полета человека в космос. Вот, стартовал он с города Красногорска Московской области, то есть 12 июня. Ребята уже находятся в пути. Мы к этому пробегу присоединяемся в свою очередь. Вот. Но расстояние по нашим меркам, скажем, ну, небольшое. Тут 1500 километров, это так, за хлебом сходить в соседний магазин. Вот. Ну и планируем потратить на это порядка 1 недели всего. То есть это, как я понял, такой всероссийский пробег, который Да, это всероссийский пробег. Стартанул он из Москвы, грубо говоря, вот, и сейчас приближается уже к непосредственно месту проведения космодрома. А сколько человек задействовано в этом мотопробеге? Количество примерное? В колонии идет порядка 10 мотоциклов, но где-то люди присоединяются к колонии, где-то от нее там, в силу своих возможностей и времени там, уезжают и так далее. Но в любом случае в каждом городе останавливаются, там достаточно большие мероприятия массово проводятся. А сколько из Якутска именно людей планируется выехать? Из Якутска у нас едет 2. Вот, всего? Поэтому, ну, да, тоже не у всех, к сожалению, получается и по времени, и финансовая часть вопроса тоже имеет место быть. Ну, в принципе, действительно, да, некоторым и на машине как-то, трудновато такую дистанцию проезжать. Ну да, просто я почему говорю по нашим меркам, потому что у нас традиционный маршрут Якутск-Севастополь. То есть туда-сюда съездить 25 тысяч километров, поэтому 1500 километров для нас не расстояние. Ага. Как-то вот к такому пробегу особенная какая-то подготовка именно мотоцикла происходит? Себя. Себя, да. Себя-то готовить что там? Карточку главное взять, визу, и все, больше ничего не надо, грубо говоря. Вот. Но мотоцикл, естественно, нужно готовить. Мы северяне, мы знаем, что такое техника на дороге. Поэтому готовим, конечно, пытаемся готовиться к любым неожиданным ситуациям. Берем там запасные запчасти, какие-то запчасти берем ключи, чтобы, если что, можно было там починиться в дороге. А что касается вот самих дорог, как... Но дороги у нас очень хорошие. Есть с чем сравнить, как говорится. Если 10 лет назад по Лене можно было неделю до Нерюнгри ехать, то сейчас в любой момент сел 12 часов, ты уже в Нерюнгри. Вот. Дороги есть, и, несомненно, их качество улучшается. Второй вопрос, да, это что не второй вопрос, просто еще один вопрос. Есть ли какая-то договоренность, да, байкерское братство, оно, в принципе, такое всеобъемлющее по всей России, есть ли какая-то договоренность именно с мотоклубами в других, не других регионах, в других городах, через которые будете проезжать? Да, конечно. У нас есть друзья по всей России, и не только, за пределами ее в том числе. Но есть договоренности с алданскими ребятами, с нерюнгринскими, тындинскими, благовещенскими. То есть везде по маршруту следования у нас есть друзья, и которые готовы по одному телефонному звонку прийти на помощь всегда.
То есть, я так понимаю, речь идет там, если что, где-то переночевать у кого-то, вот такие вопросы. Да, переночевать или там, опять же, помочь там с ремонтом, ну, в конце концов, в душ сходить. Виктор, ну байкерский сезон в Якутии не столь продолжителен, да? Какие-то еще забеги, мероприятия вы планируете? Ну, как я и говорил, традиционный выезд в город Севастополь, но там тоже поедет там 1-2 человека, не так много, как хотелось бы. Вот. Мы осенью этого года планируем всероссийскую акцию «Русский лес». Продолжение этой акции будем высаживать деревья, которые, к сожалению, гибнут в лесных пожарах. Вот. Ну и традиционно закрытие мотосезона. Вот мы знаем, что на днях в Якутск приехала большая такая достаточно группа байкеров. Можете про нее рассказать, кто это? Откуда? Или это вот часть да, ребята едут к нам со всей страны, уже ставшим традиционной наш байкерский эсэх, скажем так, да, то есть вообще изначально была такая задумка показать нашу культуру другим людям из других регионов и других стран. Вот. Но, к сожалению, в связи с пандемией коронавируса второй год эсэх Туймада отменяется, поэтому у нас мероприятие проходит, скажем так, в узком кругу. А вообще приезжают там более 20 мотоциклистов каждый год. Мы возим их на местность Усть-Хатын, показываем обряды, проходим обряды очищения и так далее. Вот. Но, к сожалению, в этом году чуть поменьше народу, скажем так, на эсэх Туймада мы не попадаем. Вот. Но, тем не менее, это так или иначе продвижение нашей родной республики. Люди едут, едут конкретно к нам в гости, посмотреть на наши красоты, на наши обычаи, на наши традиции. Вот сейчас на экранах зрители могли видеть, показали наши режиссеры кадры с открытия мотосезона. В этом году вообще байкеров много. Меньше стало? Нет, меньше мотоциклистов не становится. Наоборот, мне кажется, с каждым годом мотоциклистов становится все больше и больше, потому что все равно так или иначе город у нас небольшой, пробки и так далее. Машин много, вот, и летом все-таки на мотоцикле ездить приятнее. Не простываешь под кондиционером. Ну, я так понимаю, все-таки маневренность лучше, то есть везде, да, конечно, долго в пробках не стоишь. Ну и припарковать можно везде. А что касается вот вашего мотоклуба, да, сколько человек вообще состоит? Это люди разных возрастов. И можно ли к вам как-то присоединиться? Ну, вы знаете, вообще мотоклуб наш насчитывает более 5000 человек по всему миру. Это не только Россия. Вот. В нашем якутском отделении 12 человек. И, как вы правильно заметили, это люди всех возрастов, совершенно различных профессий. И в этом прелесть. То есть каждый человек хорош в своей области деятельности, а все вместе мы можем очень много всего сделать. То есть у нас есть и предприниматели, и пожарные, и люди науки, и люди, работающие в администрации. Из разных сфер. Очень много разных сфер, да. А как-то вот что-то, может быть, нужно вот прям что-то определенное, ну, кроме наличия мотоцикла и любви к этому транспорту, чтобы стать именно ночным волком? Ну, есть, скажем так, ряд критериев, к которым нужно подходить. Вот. Прежде всего, это желание. Это желание жить в такой большой братской семье. А как-то вас можно заметить на улицах? Может быть, у вас какая-то экипировка? Ну, самое простое – это жилет. Жилет на мотоциклисте – это как паспорт. То есть по нему сразу видно. По этим нашивкам сразу понятно, с какого города, с какого клуба, какая должность там у человека в клубе. То есть очень много читается именно по жилету. Ну, это какой-то специальный жилет. Ну да, у нас есть там определенно установлена форма, хотя не всегда можно ее придерживаться, скажем. В южных городах можно шить жилеты из джинсовой ткани. В принципе, у нас тоже достаточно актуально на самом деле. Вот мы тоже видим, у вас много нашивок, некоторые можем прочитать, вот как вы вот говорите про звание, да, вот президент отделения. А какие-то есть у вас, может быть, нашивки, которые вот на первый взгляд мы незнакомые, да, с темой люди не можем понять, о чем эта нашивка, вот, но тем не менее она какой-то смысл несет? Ну, все нашивки так или иначе несут свой смысл, то есть, допустим, все вот эти нашивки, они даются с ростом человека в клубе. То есть нельзя прийти и сразу получить все нашивки. Так не бывает. То есть человек проходит определенные ступени, притирается, учится. Вот. То есть если начинается, когда ты вступаешь в клуб, начинается все с одной вот этой вот маленькой нашивки города, то потом постепенно
нашивок становится больше. Да. Ну и самая такая интересная особенность, что по жилету судят о том, ездит человек или не ездит. Так. Если жилет чистенький, начищенный, блестит, нашивки все новенькие, сверкают, это значит, человек просто не ездит в этом жилете. То есть жилет должен быть такой, видавший виды, да? Ну да, вот примерно вот немножечко потертый, там вот где-то потертый, где-то поцарапанный, да, нашивки не везде там чистенькие, скажем так. Вот, ну да, свои нюансы. Ну, вопрос такой, да, как у нас обстоят дела на дорогах с культурой? Как вообще относятся к мотоциклистам, автомобилисты, пешеходы? Вы наверняка с этим сталкиваетесь каждый раз. Вы знаете, это достаточно положительно. То есть люди видят так или иначе, практически все, но в частности мужчины, да, практически все в детстве ездили на мотоциклах. И это их молодость. Вот, поэтому, видя мотоцикл на дороге, все улыбаются, там кто-то снимает, кто-то подойдет, там, сфотографируется с мотоциклом. То есть это у нас достаточно вежливые люди и позитивные. Вот мы еще слышали, что есть такое суеверие, что нельзя садиться на чужой байк. Так ли это? Почему? С чем связано суеверие? Это не то чтобы суеверие, но действительно на чужой мотоцикл без спроса садиться ни в коем случае нельзя. Ну то есть вы же не садитесь в салон чужого автомобиля, увидели, что дверь открыта, без спроса, открыли дверь и сели. Так же не бывает, но точно такое же транспортное средство. Во-первых, можно уронить его. Это, ну, мотоциклы весят от там 250 килограмм до 400. У меня мотоцикл вот сейчас весит 350 килограмм. То есть неподготовленный человек может его просто не удержать и уронить. А ремонт, ну, дело такое, очень недешевое. То есть вот речь больше идет именно без спроса? Да, да. Если человек подошел, там, попросил, может, там, я сяду, там, сфотографируюсь, да, пожалуйста. Ну, практически никогда не откажу. Ну, если человек там в состоянии алкогольного опьянения, естественно, никто ему не даст, не доверит, скажем так, даже сесть. Ну, а вообще суеверия какие-то есть у мотоциклистов? Да, мотоциклисты, честно говоря, достаточно суеверный народ. Вот, допустим, одно из таких самых простых суеверий — никогда нельзя ложить шлем на землю, на асфальт. То есть это такое суеверие, что это приведет там, к аварии. Если вдруг шлем там упал по какой-то причине или положил, нужно постучать об бак 3 раза. 3 раза? Да. Об бак. Виктор, ну спасибо большое за эту беседу. Мы желаем вам удачи в вашем пробеге, да. что все получится, конечная точка маршрута будет достигнута. Может быть, на космодроме вам дадут кнопочку нажать какую-нибудь. Будем надеяться. Вот. Ну и переходя к нашей следующей теме, да, поскольку мы будем говорить о детских лагерях, интересно узнать, бывали ли вы там в детстве и насколько весело вспоминаете те времена? Да, в детских лагерях я был в школьное время. Ну, весело. Общаться с детьми своего возраста и не только своего возраста, это всегда интересно, обучаемо. То есть, если вместо того, чтобы бегать, как говорится, по улице, бегаешь по улице с другими детьми в большом количестве, тебя кормят, поют, спать кладут. Классно. Вот сейчас бы так. Мечта. К чему мы это? Потому что в Нерингере прошло открытие первой смены детского оздоровительного лагеря. «Мужество» называется. И вот уже на протяжении 40 лет, за исключением прошлого лета, ну, по известным нам причинам, оздоровительный лагерь распахивает свои двери для нерингеринских школьников. Сегодня мы в лагере «Мужество». У нас здесь идет концерт во время открытия лагеря. Снимаем. Веселый смех, радостные возгласы, песни и танцы. Именно в такой дружной и непринужденной атмосфере прошел день открытия детского оздоровительного лагеря «Мужество». Здесь очень хорошо, это лучше, чем дома, за компьютером. Родители даже радуются за нас. Мне нравится в лагере, потому что здесь очень много хороших ребят. Мне нравится в лагере, потому что здесь очень добрая вода. В лагере мы все уже сдружились, готовим на данный момент интересные мероприятия. Знаменательно, что первый сезон был официально открыт в день летнего солнцестояния. По-летнему теплая погода благоприятствовала мероприятию, посвященному лету, дружбе, солнцу и самим ребятам. Одним из главных моментов праздника стало поднятие флага лагеря под гимны России и Якутии. Наша держава, Россия любимая, наша страна.
За первый сезон в летнем лагере отдохнут 350 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Воспитатели и вожатые приготовили для ребят много интересных занятий и развлечений. В этом году у нас распланировано путешествие во времени. Очень интересно то, что ребятам представится возможность самим выбирать, в какое время они отправятся, какое путешествие они выберут и чем это все может даже закончиться. Поэтому я считаю, что будет очень интересно, ребята все очень довольны. На территории лагеря площадью около 30 тысяч квадратных метров расположено 6 корпусов, клуб и столовая. У детей в лагере трехразовое питание. Меню просчитано по белкам, жирам и углеводам. В лагере работает медпункт, где дежурят фельдшеры, которые наблюдают за состоянием здоровья детей и не только. Это контроль за санитарным состоянием корпусов, проверка температуры, проверка дозрежима. Также смотрим санитарное состояние столовой, пробы выставляем. Уже на открытии лагеря чувствовалась та дружная атмосфера теплоты, доброты и взаимопонимания, которая сопровождает, по словам организаторов, их подопечных всю смену. Ключевую роль в этом играют педагоги и вожатые, любящие свою работу и, конечно, детей. Их главная задача – организация полезного, занимательного и веселого досуга ребят. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерінгрі. И получается, говоря про летний праздник, в этом году, кстати, многим лето запомнится чем? Олимпийскими. Да, играми, как мы уже сказали, они будут проходить в Токио. Буквально через месяц до открытия летней Олимпиады в Токио остался. И на днях там состоялась презентация Олимпийской деревни. Давайте посмотрим. В Токио представили Олимпийскую деревню, где во время летних игр разместятся 11 тысяч спортсменов. По сути, это город в городе, в котором есть все необходимое в шаговой доступности. Для проживания атлетов построили 2 десятка многоквартирных домов. Поблизости расположен парк, а также торговая зона с магазинами, банком, почтой и химчисткой. Для ее оформления использовали декоративные элементы из дерева, которые предоставили 63 японских муниципалитета. После соревнований их вернут владельцам, где древесину переработают на местных предприятиях. Глава оргкомитета игр в Токио Сейка Хасимото отметила, что жила в олимпийских деревнях в общей сложности 11 раз, 7 в качестве спортсмена и 4 как руководитель команды. Но эта деревня для спортсменов, по ее мнению, лучшая. В деревне спортсмены могут готовиться и к выступлениям. Здесь есть просторный тренажерный зал, медицинский центр с отделениями физиотерапии, аппаратом МРТ и ваннами с тающим льдом, пишут местные издания. Столовая, которая рассчитана почти на 5000 человек, будет работать круглосуточно, а в меню почти 700 различных блюд. Особое внимание в профилактике коронавируса. Спортсмены смогут передвигаться только на специальном транспорте. Тесты на COVID-19 необходимо сдавать ежедневно. Ношение масок обязательно. Снимать их можно только на открытом воздухе во время сна и приема пищи. Мы хотели бы приложить все усилия, чтобы сделать деревню для спортсменов по-настоящему расслабляющим и уютным местом. Я надеюсь, что мы сможем поделиться своими знаниями при проведении будущих Олимпийских игр в условиях пандемии. После окончания соревнований Олимпийская деревня станет новым жилым районом Токио. Как сообщает местная пресса, продажа недвижимости уже в разгаре. Квартиры продают по цене от 500 тысяч до $2 миллионов. Замечательно, да? Апартаменты какие, да? Да, купить себе квартиру в олимпийской деревне. Ну, в принципе, перспективы достаточно интересные, во всяком случае. Потом можно внукам рассказывать, что, знаете, вот в этой квартире когда-то жил олимпийский чемпион. Тем временем кто-то готовится к Олимпиаде, а кто-то отправляется в отпуск, кто-то свое увлечение и свободное время решает посвятить помощи дикой природе. Так, в Таиланде провели настоящую операцию по спасению коралловых рифов в Сиамском заливе. Рыболовецкая сеть площадью почти 3000 квадратных метров накрыла подводные сады в охраняемой зоне в районе небольшого скалистого островка Колосин. А в работах были задействованы 40 дайверов-волонтеров, ученые и служащие военно-морских сил королевства. Снасти удалось поднять на поверхность, привязав к ним пакеты, заполненные воздухом. Те же участки, которые запутались в кораллах, аккуратно срезали. Операция продолжалась 2 суток. За это время водолазы совершили несколько погружений на глубину от 13 до 26 метров. Под сетью кораллы находились в течение 6 недель. После того, как ее сняли, оказалось, что участок рифа площадью примерно 500 квадратных метров обесцветился. Но есть надежда, что он восстановится через 2-4 месяца.
Ну а теперь мы предлагаем ознакомиться с погодой на день сегодняшний. Возможно, кто-то только выходит из дома и не знает, что его ждет. Мы вам поможем. Сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 18-20 градусов тепла, в Заречной 14-20, в Южных 14-15, в Вилюйской группе 16-23, в Нижнеленских до 22, в Западных 15-18, в Колымо-Дигирской группе 10 градусов, местами до 21 градуса, в Янских 16-22, на северо-западе 3 и 17 градусов. В Якутске утром температура воздуха составила 21 градус, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов. Ну и также полезная информация для всех жителей Якутска. Сегодня ночью в Якутске продолжается работы по промывке и дезинфекции сетей водоснабжения. В частности, сегодня на сетях Якутской ТЭЦ будут проводиться данные работы. С 10 вечера до 7 часов утра без воды на это время останутся четные дома с 4 по 8 со всеми дробями по улице Крыжиновского и дом номер 32 по улице Крыжиновского. А также в это время с 10 уже до 6 часов утра завтрашнего дня, 24 июня, без воды будет находиться поселок Жатай и техучасток, район техучастка. Работы данные проводятся для того, чтобы качественное водоснабжение было во всем городе. Ну а к этой минуте наша программа подходит к концу. Желаем вам сегодня не перегреться. Достаточно жарко ожидается. И, конечно же, в такой жаркий день очень хочется где-то оказаться за пределами города, да? Да, если у вас отпуск, конечно, вам повезло, вы можете хоть прямо сейчас взять, сорваться и поехать. Но желательно в это время находиться рядом с водоемами, водопадами и так далее. Одним из любимейших мест отдыха якутян являются фонтаны Куйрулюр. Насладиться прекрасными видами этого живописного места мы сейчас вам предлагаем вместе с вами. И на этом непосредственно прощаемся. До завтра. Завтра снова будем здесь встречать утро в Якутии вместе с программой «Утро Якутии». Хорошего вам дня, отличного настроения.